Всем здорово! Вы никогда не задумывались, почему смартфоны иногда со временем начинают подлагивать, притормаживать, а бывает, что и вовсе люто подвисают? Сначала купил мобилку и все вроде хорошо, но вот спустя полгода от былой скорости не остается и следа. Но самое странное, что все это происходит на фоне постоянного роста производительности процессоров и роста объема оперативки. Так что давайте сегодня будем разбираться во всем этом вместе. Поехали! Первая причина лагов — это кривое ядро прошивки. Ни для кого не секрет, что современные процессоры хоть и обладают большим количеством ядер, но не всегда используют все эти ядра одновременно. Зачастую в повседневных задачах задействуется одно, максимум два ядра, да и то энергоэффективные и не самые мощные. Так вот, лаги или тормоза появляются даже на мощных чипах, если производитель смартфона использует труд криворуких работников, которые неправильно настроили ядро операционной системы, либо же с очередным обновлением операционки была где-то допущена ошибка в коде ядра, вследствие чего ядра могли заработать некорректно. А ведь именно в ядре прошивки и содержатся алгоритмы управления частотой процессора и настройки количества процессорных ядер, необходимых для выполнения тех или иных задач. Называются эти алгоритмы Kernel CPU Governor. Их в Android доступно более 30 штук. От того, какие говернеры используются разработчиком прошивки в ядре и как он их настроит, будет зависеть производительность и энергоэффективность процессора в разных режимах работы. И что самое главное, будет ли лагать девайс в простом браузинге или при прокручивании ленты в Instagram. Кривые апдейты прошивки — это вообще отдельная тема для разговора. Ни для кого уже не секрет, что некоторые производители специально с обновлениями прошивки могут умышленно заставлять старые телефоны тормозить. Уже были случаи и громкие скандалы, но об этом мы поговорим в одном из следующих видео. Вторая причина лагов со временем — это некачественные накопители как оперативной, так и постоянной памяти, либо их износ со временем. Даже в дешевых смартфонах сегодня стоят достаточно быстрые процессоры, но накопители могут изнашиваться со временем. У них ограниченный цикл записи и чтения. В основном в смартфонах и планшетах используется тип памяти eMMC. Это хорошее решение по скорости и цене, но накопители eMMC недолговечные. На смену им постепенно приходит новый стандарт UFS. Смартфоны с таким типом памяти дороже, зато такие накопители быстрее и способны выдержать больше циклов перезаписи. Любые накопители со временем могут износиться и потерять свою первоначальную скорость. Это же касается и оперативной памяти. Она способна прожить гораздо дольше, чем eMMC, но все равно не вечно. Со временем именно изношенные накопители памяти не будут успевать отдавать данные быстрому процессору. Отсюда и будут появляться лаги. Третья причина лагов — это некачественный софт и его количество. Современные приложения усложняются и становятся тяжелее с каждым новым апдейтом, а как следствие занимают много оперативки. Те золотые времена, когда программы занимали по 20-30 мегабайт, безвозвратно ушли. Viber, Instagram или ВКонтакте жрут уже минимум 100 мегабайт каждый. Я уже молчу про Chrome с 3 открытыми вкладками. Все это добро зачастую висит фоновым процессом в оперативке и требует ресурсов железа. Следующая причина, от чего ваш смартфон может лагать со временем, это тяжелые прошивки и оболочки. На современных смартфонах уже не используется Delve Cache, который раньше тормозил устройство со временем. Однако проблемы никуда не делись, ведь современные прошивки занимают очень много места и, как следствие, жрут ресурсы. Голая MIUI 8 на Xiaomi Mi 6 после загрузки телефона сходу жрет 2 гига оперативки. Флагманские Samsung с их фирменной оболочкой тоже не отстают. Grace UX или TouchWiz очень прожорливые системы. Мобильные операционки напичканы кучей софта от производителя и различными системными процессами, которые тоже зачем-то висят в фоне. Если вы знаете, что такое root, recovery, bootloader и ADB, то избавиться от половины лагов можно, просто прошив свое устройство на хороший легкий кастом. Но что же делать людям, которые не хотят этим заниматься? Ответ прост. Ваш выбор — это девайсы на голом андроиде. Раньше еще можно было брать смартфоны на цианогене, но, увы, они канули в лету. Многие мне могут возразить, что девайсов на голом андроиде не так уж и много, и в большинстве они адски дорогие, как новые Nexus или Pixel, но на рынке есть компании, которые делают недорогие смартфоны на чистом андроиде. Одна из таких компаний — это испанская BQ. Вы ее можете знать по линейке Aquaris. Раньше они выпускали устройства на циане, да и недорогие Android One смартфоны у них выходили довольно интересные, так что выбор всегда есть. BQ придерживаются политики производства смартфонов не от маркетологов, а от инженеров. И BQ — это именно та компания с образовательной миссией, у которой много продуктов и проектов для обучения. Помимо огромных прошивок и тяжелых программ, есть и другая причина лагов. Она чаще всего проявляется со временем у пользователей, которые ставят и удаляют много программ. Есть приложения, после удаления которых остаются горы мусора. По идее, Android-система умная и сама должна его вычищать, но фактически нет. Можно исправить проблему каким-нибудь клинером из маркета, но практического толку от них мало, ведь они назойливо висят в оперативной памяти и жрут системные ресурсы, тем самым тормозят систему. Если вы хотите, чтобы ваш смартфон работал шустро, то ставьте на него поменьше хлама. Если уж совсем все плохо, откатывайте
доберитесь до заводских настроек. Еще одна причина лагов — это некачественный теплоотвод или износ термопасты процессора со временем. Хорошие аппараты с продуманной схемой теплоотвода и правильно настроенными алгоритмами работы процессора могут всю жизнь прослужить владельцу, так и ни разу не лагнув. Но, к сожалению, таких аппаратов очень немного. Обычно система теплоотвода смартфона со временем изнашивается, термопаста на процессоре пересыхает, материалы корпуса, процессора и теплоотводящих систем от постоянных перепадов температур деформируются и уже не могут так же качественно, как в начале, справляться с отводом тепла. В результате процессоры даже очень хорошо спроектированных смартфонов могут уходить в тротлинг. А тротлинг тоже одна из причин, почему смартфоны могут лагать. Многие мои зрители не понимают, зачем я делаю стресс-тесты и в каждом обзоре говорю об уровне тротлинга. Но это важно. Если новый смартфон уже из коробки греется и тротлит, то со временем ситуация из-за износа станет только хуже, и аппарат будет больше тормозить через полгода-год. Если же новый телефон в тротлинге ведет себя хорошо, то можно рассчитывать на то, что аппаратно он прослужит вам гораздо дольше и будет меньше тормозить. Проверить ваш аппарат на уровень тротлинга очень просто. Погоняйте какой-нибудь бенчмарк Antutu, Epic Citadel или Geekbench, вообще любой, до тех пор, пока смартфон не сядет со 100% до 5-7, и замерьте показатели в начале и в конце, после чего посчитайте разницу. Если она составит около 15-20%, то можно считать, что показатели тротлинга хорошие, и смартфон может вам прослужить долго. Ну и последняя причина лагов под большой нагрузкой — это изношенный аккумулятор устройства. В основном это проявляется на старых устройствах, батареи которых уже успели значительно деградировать. При заряде менее 20% изношенный аккумулятор не сможет отдать столько энергии, сколько требует процессор. Отсюда и могут возникнуть лаги. Ну и для закрепления, давайте повторим все вышесказанное еще раз. От чего может лагать смартфон со временем? Это кривое ядро прошивки, износ накопителя оперативной и постоянной памяти, тяжелые прошивки с кучей софта, программы, после удаления которых остаются горы мусора, некачественный теплоотвод или износ термопасты процессора со временем, неадекватный тротлинг и деградация аккумуляторной батареи. Ну а на этом все. Если видео вам понравилось, помогло или просто вам было со мной интересно, то обязательно поддержите меня, просто поставив лайк под этим видео. Вступите в группу ВКонтакте, подпишитесь на меня в Инстаграме. Всем спасибо за внимание, всем пока!